привет. Все, едем. Вот сейчас тут костерчик разожгли, сидим, ждем. Вот у нас, как старые добрые времена, тут чайничек, все дела. Вот сейчас покажу. Да дофига еще километров. 500 еще. Задолбались тут голосовать, короче. Ну, тоже опыт. Как бы, что, дальше рванем этим автостопом после ЛНД? Ой, не знаю. Не знаю. Сейчас где-то около 0, да не, где-то плюс 5 даже может быть, да? Ну, вода не замерзает в бутылке. А если будет минус 15, то не знаю, как бы мы здесь сидели. Пришлось бы греться пешком. Полная амуниции. Было бы тепло, я думаю. С рюкзачком. Пешком. Да. Нет, ждем, сидим автобус. Там щиты сейчас увидим. Чего там? Сергей с Димой были на митинге. Молодцы. Ну вот, этот Хуну, кочевник опять здесь. Все, что-нибудь где-нибудь напакостить надо. Да нет, палатка, что нам нужна? У нас вон тут остановка есть. На поезде почему не уехали? Ну, во-первых, с деньгами проблема. Во-вторых, мы решили как бы двигаться изначально еще в Якутске, что Дима с Сашей уедут в Улан-Удэ. Серега собирался с Читы уезжать туда, до Новосибирска, но решил тоже доехать до Улан-Удэ, а потом с Читы уже уехать, то есть с Улан-Удэ уже уехать в Новосибирск. А мы так и решали, чтобы двигаться по дороге. Просто такая вот у нас была задумка, и мы хотели просто так двигаться. Мы на той же самой дороге находимся, по которой шли пешком. Место, которое я узнаю, и даже одно место узнал вообще по рельефу, где у нас в каком-то смысле это может быть ностальгия такая о июльских днях. А деревня здесь, как она называется, забываю. Горе-Кацар. Горе-Кацан. Горе-Кацан, да. СБ смотрит. Пусть посмотрят, что. Тут они кругом ездили, тут смотрели, как мы дрова закатали, костер разжигали. Кстати, здесь очень хорошее настроение. В каком смысле? Вот Игорь-то не зря сказал, что вот как в былые времена. Костер и дорога, а для нас дорога была как бы нашим домом. И все и пейзажи, интерьеры, и обои стенами наши были. Горы вон там далеко, сейчас в темноте их не видать. И с той стороны горы, это долина такая. Здесь, правда, нет ни одного дерева, вообще ни одного, нигде. Километров на 5, на 7, наверное, нигде ни одного дерева. Да. Да. Ну, я имею в виду диких деревьев. В деревне-то в самой тут где-то какие-то деревца-то у домов стоят. Вот. И мы проходили места такие.
У нас были даже проблемы там, ну как бы, скажем так, оправиться. Как, как оправиться, когда на 5 километров ровное, как блюдце какое-то поле. Вот, было такое. И вот сейчас у дороги сидим, и такое ощущение, что вот в 10 часов будет отбой, вот, в палатку пойду. Сразу всегда засыпал моментально. В общем, что-то здесь есть такое, что было в лагере, когда мы шли по дороге. Да. Но только нас двое. Двое. Но мысленно все равно с нами и тележка, и все. Вижу вас, говорит, снова есть надежда. Не знаем, где ворон. Добрый вечер, любовь. Дед Новый год поздравит. Новый год с Новым годом, с новыми надеждами. Может в Якутск вернуться. Ну, там холодно. Там сейчас минус 20. 35. 35? Мгм. Ну, Ух как только ты. уехали, 30-ка там сразу Шандарас была. Ух ты, ух ты. А здесь нам везде природа благоволит, так скажем, тепло. В Чите были бы теплы. А здесь вот Дорожные рабочие, ну, закончили. оранжевые жилетки. Как все знакомо, как все знакомо. Опа. У самих такие были, Ну, оранжевые, зеленые, оранжевые. дорожные работники собираются уезжать. Да, они инструменты собирают. А, у нас дождь был. Да. Немного дождя было. Капель 7, мод 8. Посчитал. Каждая капля на счету. Ты заварку куда дел? Не помнишь? Здесь. Где-то.
разница. Чайком с костра. Сейчас расскажу, как появилась эта кружка. Игорю показалось, что где-то метров 400, не меньше, 350 метров отсюда находится что-то типа кемпинга. Он говорит, красная крыша, показывает мне. Я говорю, это сельский магазин, скорее всего. Или сельпо, или кемпинг. Ну, я говорю, Игорь, ну сходи, вдруг там тепло и чай дают. Ну, Игорь-то знает, что я чаек-то обожаю. И вот он ушел. А я здесь на остановке остался сторожить пакеты, костюмы Дедов Морозов. Вот. Ну, на всякий случай так рукой пару раз махнул. Мне уже надоело правой рукой махать. Я так уж разик махнул, да и ладно. И Игорь ушел. Ушел и нет его. Я думаю, он не просто в сельпо. Он уже, видимо, на экскурсии. Квазанул отсюда. Нет, по всей деревне, видимо, в гостях уже где-то у кого-то уже сидят, нарезают там сальцо с хлебом. А я тут на остановке, значит, туда-сюда хожу, 3 метра туда, 3 метра обратно. Потом смотрю, после некоторого времени появляется Игорь, а фигура у него такая высокая, идет он как-то так, это странно шевеля ногами, неспешно, но у него такие боты по колено теплые зимние, и он ими, как будто он идет по глубокому снегу, так сказать, еле-еле, так шевеля ногами. А в руках у него, с одной стороны, в левой руке бутылка с водой. Я думаю, это он в сельпо купил. Ну что же у него в правой руке? Что-то такое очень походит на кастрюльку. Но я думаю, ну не можешь же, Игорь, кастрюльку нести. Потом думаю, а может быть он уже кастрюльку там где-то с супом горячим организовал и несет. Подходит Игорь, я так и не могу понять, что же он в руках несет. А оказывается, он несет вот этот чайник. Во. И только метров с 5, наверное, я понял, что это чайник. Таким образом, а в чайнике вода. Таким образом, у нас оказался чайник, вода и 2 кружки, причем одна сиреневая. Вот покажу. Не сиреневая, фиолетовая, как и хотел. Не знаю, куда она делать. За лавочкой стоит. А, за лавочкой. Ой, где-то далеко, нет, наверное, за лавочкой. нет, вот она. Вот. Ну какая она сейчас выглядит? Сиреневая или фиолетовая? Ну, по-моему, сиреневая. Ну тут может сиреневая. Ну, сиреневая, да, Вот. сиреневая, наверное, скорее всего. Вот, и 2 кружки у нас. Естественно, если у нас появился чайник, значит, нужен огонь. Ну и все. А тут так, если посмотреть уже взглядом человека, который как бы собирается на ночлег, бивак разбивать. Баночки какие-то, щепочки. Вот. Ну и все. И мы через полчаса у нас уже, как говорится, чайник закипал. И все. Спасибо. Попиваем теперь. Хорошо. Авантюристы, говорит. Говорит, авантюристы, говорит. Даже не знаем какой-то километр, честно говоря. Вот трасса Чита. Привет, жили-были. Да, какой километр, я не знаю. Да нифига не пофиг ему. Просто он отвлекающий маневр. Вот сегодня смотрели, нет, там новый видос вышел на, как его там, шаман тоже живет в Америке, это Гуава, или как его называют. Ну, он какой расклад дал по поводу того, что происходит, где, может, даже мы сами не понимаем. Да, где-то 200 километров от Читы. Приходи, Петр. Чайку сделаем.
И что, мы там уже забронировали билеты, да, все, на автобус. Кстати, напротив остановки остановился дядечка один на автомобиле и говорит нам: я за вами слежу. Дело, говорит, зайдите, довезут. Да. Никто не довезет. Автобус часов в 11 прибудет. Ну, не в 11, часов в 10, говорят. Кстати, это мы узнали у дорожных рабочих. Мы у них спрашиваем: слушайте, а как вы вообще попадаете в Улан-Удэ? Сначала-то подошли к месту. Нет, сначала к нему. Он говорит: да мы вот так вот бронируем место. Звонок. Давай, ответить. Сейчас пропадет эфир немного. $470. Ну, возможно. Но у меня очень слабый интернет. Где все? А кто все? Все дома. А, вот появился. Дима с Сашей уехали до Улан-Удэ. И Тихий тоже туда уехал. Тихий потом дальше поедет до Новосибирска. Дима с Сашей. Они уже доехали, все, они там на митинге были. Но мы уже были на трассе, когда узнали, что там будет тоже митинг. Поэтому уже интернет что-то пропадает. И у меня-то нет. Ну, кочевник, тебе что, больше заняться нечем, что ли? Срать в комнатах сидит. Ну, созванивались с Филином. О, конец. Что получается там? Ну, все медленно, видишь. Интернет слабость. Да, очень. Вот повыше ставь, что ли, еще. Да, смотри-ка. Да? Может, тебе на остановку залезть? Да все хорошо у нас будет, Оксана. Сами выбрали такой путь. В прошлом году в декабре медитацией занималась, чтобы народ разбудить с востока. Чтобы народ проснулся, что мы находимся в оккупации. Я тоже, как Александр, необычный человек. Такой
технологии владеющих. Викат поставь приход. Господь это же иудейский бог Яхве, то есть дьявол, по-моему, да, мы не бедные, мы богатые. Бог с нами. Нам и природа благоволит везде. Гостиницы нету, деревни. Но мы не собирались идти отрядом, потому что начались толки такие, что типа вот отряд отделился от шаманов. Нет, просто каждый своим действуем, каждый как может. Тихий, ему надо на работу, у него отпуск заканчивается. Дима уехал в Улан-Удэ, он также там на работу собирается устраиваться. Александру отправят домой, собирался время отправлять, не знаю, как они там дальше решат. А мы вот с Алексеевичем в Москву двигаем потихоньку. Автобус придет, сейчас вот только позвонили нам, да? Водитель уже позвонил. Да, мы взяли тут с собой маленько перекусить, яйца отварились там дома, когда были. Да, мы теперь вдвоем идем. Оно вдвоем проще как-то, все равно, как бы там не было. Даже вот, если бы вот тот дальнобойщик, который нас подвозил, он бы нас пятерых по-любому не взял, а двоих все-таки взял. Да шаман не отделился, просто свой путь у него такой. Не все нам может быть понятно с первого раза, потом время покажет. Чего он разозлится? Ничего он не разозлится. Мы свободные люди. Я вот не умею сильно так пользоваться зело, как там, чего. Там на связь меня вчера приглашали. То есть, ну, уже прошел, вчера выходной был, какой-то там канал есть, где надо было побеседовать на некоторые темы. Че, Алексеевич выходит что-то, нет? Не, нормально, не холодно. Кто скидывал видос? Что задумал Дед Мороз? Ну, вот Куна опять с другого канала залез. Чего нам должно быть сидеться в отряде, если Александр нас сказал и разъезжаться? Куда там? По домам, не по домам. Мы вот решили так двигаться. Здравствуйте, вы знаете, я пытаюсь перевести 2,5 тысячи за автобус на ваш телефон, как вам сказали. А мне пишет мобильный банк, что этот телефон не подключен. Время уже показывает
Вам нужно, чтобы 10 лет прошло. Так вот именно поэтому не хотим с Филином связываться. Да не все так просто, понимаете? Карта действительно, да. Деда Мороза. Это около 11 часов был автобус. Привет, Татьяна. Да, возможно. Саяна. Ну, есть Powerbank. У меня телефон вообще быстро садится. Powerbank пока там дурит. Да там же пишут, что вот на который я звоню, никак нет. Добрый вечер, Ольга. Спасибо, Ольга. Комкова. Спасибо, Толик. Ну, пусть болтают, что хотят, Валерий. Вообще, в чем цель похода Александра? В том, что просто ему дойти, и все, и мы же ни на что не претендуем. Мы просто идем и вот общаемся, чтобы больше внимания привлекало людей. Везде, где мы идем, общаемся. Просто в разных городах встречаемся с теми людьми, с единомышленниками, которые могут объединиться. Вся суть-то в объединении. Просто не со всеми, конечно, нужно объединяться, не всех прощать, я думаю. Пока, по крайней мере, на данном периоде времени. У нас здесь костерок, чай, все хорошо. Шамана мы не судим. А у нас нет. Даже костер есть. Ну, холодно же, все-таки ночь набегает. Домой. А что дома делать? Также ныть на кухнях, как все плохо вот, в нашей жизни. Мы хоть что-то делаем, где-то общаемся, нас узнают и где-то прислушиваются и жмут руки хотя бы. Вот это уже как бы дает стимул какой-то действовать дальше. Но я стою, как это, значит, там сижу уже. Дома просто нет единомышленников. Дома все зомби. Дома мне домой не тянет, поэтому. Да не, у нас все нормально такое. У нас много вещей. Все, да, хорошо, спасибо за тебя, Сергей. Спасибо. Ага, ладненько, все, мы здесь.
Татьяна, осторожней. Как сказал там шаман Тагалава, там с Нью-Йорка, который там вещает, шаман как бы говорит, отвлек око Сарамана на себя. И в этот момент с разных концов России начинают двигаться отряды. Потому что вот и привел пример, там в Краснодарском крае тоже собирается вот, как бы определенная сила. Возможно, Габышев знает, что делать Александр, а мы не знаем. Мы делаем так, как делаем. Давайте не будем уже там разводить ворон, шаман там и так далее. Вот наша цель какая? Давайте будить будем людей. Те, кто рядом с вами. Каждый, вот, допустим, разбудил одного, двоих, троих. Это как по методу сетевого маркетинга. Чтобы она распространялась в геометрической прогрессии. Ну, влюбилась, там, говорите, Татьяна. Просто у меня есть девушка. Уже есть. Кто советует вам домой, это рабы трусы. Они так и будут в рабстве до тех пор, пока такие, как вы, их не освободите. Глава, не шаман. Ну, не знаю, такие же клоуны беспонтовые, как и вы. Возможно. Админу Виталику передай привет из Питера. Вчера все выяснили. Хорошо, передам, Сергей. Из-за сороки 50% людей отвернулись от шамана. С вами правда, она придает вам силы. В Улан-Удэ идет открытый микрофон. Юрий приехал с Саянска, блогер, тоже на поддержку свободных людей. Вы земляк, Игорь. Люди, проснитесь. Прекрасно, что приехал. Передавайте ему привет, если там в эфире. Он делал, что ему говорили духи, а вы делаете сердцами. Татьяна, блин. Ну что ж поделаешь. Ну, кочевник, вот зло привлекает зло. Чем больше у тебя зла, тем больше зла получишь. Знаешь, есть такая притча. То есть были два соседа. Один постоянно злился на другого, что у него там все прибрано, все красиво, все чисто. Он взял ему, принес целое ведро испражнений и вылил ему на крыльцо.
И ушел счастливый, что нагадил. А сосед увидел это все, убрал, отмыл, очистил. Набрал ведро яблок и принес ему, поставил. Сын его спросил, зачем, говорит, ты так сделал? Ведь он столько тут, гадости тут натворил. Он говорит, ну, кто чем богат, тот тем и делит. Да, в курсе, Макс. Что дед делает? А вот только что тут переводил. Не, Нет. убедил, что нам можно доверять, А, и что не надо, так сказать, всяких предоплат делать и так далее. Мы дождемся и вот сядем в автобус. Они нам говорят, только вы, там холодно становится, вы только сильно много водки не пейте. Я говорю, да мы чай пьем, мы вообще водку не пьем. дубленка Деда Мороза, где В пакете? это, которая подарил там Василий Иванович. Василий Иванович подарил там. Кожаная такая. Да. В пакете. Днем-то было как летом, ну почти как летом. Это, ну сейчас бы уже, да, можно было доставать. Ну пока нормально, у костра-то хорошо. Тихого с Витязем представили на митинге. Вот и автобус где-то около 11 часов будет. Не, ночь не будем сидеть. Нормально сидим. Дед Мороз, привет, здоровья тебе. Спасибо большое. Заиров будет, посадили, 5 человек как к микрофону вышло. Кочевников бан, да. Как его забанить-то? Все будет хорошо, великое дело делать. Движение — это жизнь. Что нас ждет новый уровень. Мужики, привет, ну вы красавцы. Привет, Димон. Все может измениться. Петя, надеюсь, что вы на стрим успеете после митинга. Ну, передайте, что мы душой и сердцем с ними. Что, ну вот, не получилось у нас добраться туда. Не спланировано все это у нас было заранее. Потому что мы узнали о том, что там митинг будет сегодня на трассе только. Мы тут 200 километров от Читы. Тихий. А ты где?
где? Митинг. На митинге вы там? Или открытом микрофоне? Передавай там привет всем. Петру Дондукову. Что-то тут у нас машин много остановилось. ФСБшники. Ну, может быть, здесь место встреч вечернее. У нас там рюкзаки не уехали еще, нет? Нет, я поглядывал. Мне было бы видно ноги тогда. Нормально все, тихий. Доберемся. Виктор Алексеевич, ваш телефон недоступен. Что с вами, Ямал? А нету связи билайновской. Билановской связи нет. Ну, Извини, там уже есть женщина, шамана, драка может быть. Парни, вы там осторожно, прошу вас. тут место. Вот мы исследуем идеи шамана. Дня два вас ждать. Да нет, я думаю, завтра утром будем. А вы где разместитесь? И вас за вас. Ну, тихий может. Да. Нормально все будет. Сейчас автобус приедет, поедем. Что там у нас? Чай? Чайку. Хлебанем. Сколько тебе пакетиков? Один. Я же не чиферист, как некоторые. Один. Я всегда один. Так говорил Воланд. Воланд. Воланд де Морт. Волан-де-Морт. Вообще. Ты что, тоже смотрел этого, как его? Гарри Поттера, что ли? Кого? Или Нет. Откуда Волан-де-Морт? Какого ты имеешь? Ну, Воланд другой герой, конечно, но тем не менее. Из «Мастера и Маргариты». Автобус до Улан-Удэ, да? Закаляемся, ага. Как сталь. Ой, спасибо, Дина. Ага, хорошо. Это просто невозможно. Там кого-то куда-то поставить на место, на место. Круговая порука. Да, сегодня выходной. Он тоже дальнобойщик ехал. Юрик, который нас подвез. Привет ему, кстати, если будешь смотреть. Огромное тебе спасибо. То, Юра. что подвез. Юра. Да, Юра. Я говорю, Юрик. Это было чревато. Ну, проблем-то не было дать. Ну, просто это было усугубило бы еще отношение шамана к нам. Вот в чем фишка. Как говорится, не трогай говно, не будет вонять.
местные какие-то. Вот и, Место тут ездят, маршрутки. ну, ну вот люди-то выходят как раз, кто-то приезжает, кто-то уезжает, вот поэтому собираются. Спасибо, Александр. Сорока назвал твой род паршивым. Ну, людям виднее, кто рассудит, кто, у кого род паршивый, у кого нет. То, что там Сорока сказал, мне вообще по барабану. По себе судят многие люди. Как вот тот вот Хуну. Перевел очередной раз сумму на карту Виктора Алексеевича. Хотелось бы знать, доходят ли до тебя там средства. Так а я могу, если есть время, зачитать все последние по сей день. Давай зачитай. Если есть время, у меня же сейчас в ту сумку принесу. Ну, очень хотелось в мире животных. Ну, сдержался. Бывает, что мудрее не трогать. Давайте зачитаем. Я же бухгалтер теперь. Кстати, Леха Кочегар точно так же делает. Мы сравнили, что у него, что у меня одинаковые записи. Одна метода. Прямо как близнецы. Также в тетрадочку записывает все. Вот по этой тетрадочке всегда и видно сразу, насколько Леха ответственно относится вот к переводам. Да, он вообще ответственный мужик. Да, он ответственный дядечка. Да. Так, ну что, видно будет? Давайте за какое-то, я уж, наверное, не отчитывался. Ну, пойдем с сегодняшнего, да? Самое свежее, вот, может быть, сейчас дошли. Значит, 9 числа, перевод 100 рублей, только я еще пока записал. 8 100 рублей Андрей Ренадович, 100 рублей без имени, 300 рублей Наталья Павловна, 1000 рублей Леонид Валентинович, 200 рублей Бато Владимирович. Ну вы видите, да? Может быть, не все как бы хотят, так сказать. Вот. Ну давайте я за 7 ноября, один из самых интересных переводов. 1155 рублей Алексей Иванович. Знаете, кто такой Алексей Иванович? Там сообщение есть. От Кочегара. От Кочегара? От Кочегара. Вот молодец. Леха перевел. 1155 рублей. Давайте я только сообщение почитаю. За 6 ноября. Сообщение. Моя лепта, говорит, вошла, да? А вы кто? ЛВ? Кто? ЛВ. ЛВ есть Леонид Леонид Валентинович. Вот, сообщения, которые были в переводе. Свобода, справедливость, здравый смысл. Такое сообщение было в переводе на 350 рублей. Все будет хорошо. Это сообщение в переводе на 500 рублей от Людмилы Анатольевны. Для княгини Александры, это я даже в комментарии отметил, для княгини Александры от Гульчехры на 2000 рублей. Деньги переданы лично в руки княгине Александре. Лично передал. Так, что дальше? А я знаю, для чего женщины перевели женщине на фрукты, овощи, витамины. Вот для чего Александре перевели. От Юрия Николаевича приходили 100 рублей? Ну, а за какой день-то, вот видите, у меня же по дням все расписано.
Юрий Николаевич, ну надо смотреть. Смотря за какой день. Привет, дед, Игорь, мы настоящие герои. Вот он, Юрий Николаевич. 2000 рублей, Юрий Ух Николаевич. ты. Да, спасибо огромное. Ну, Юрий Николаевич. Есть, да, есть. Ну что, вот сообщение-то почитать еще. Допустим, Алексей Алексеевич, с этой цифрой 555 Нет, ворон уже не снимет ничего. 55. Ну ладно, на вопросы так на вопросы. Но одним словом, сообщения все записаны, суммы записаны, все записано. Хорошо ли это или плохо, когда все записывается, я не знаю, потому что, наверное, вот кто-то должен отчитываться, но с другой стороны, все в тетрадочке. Опять же. Светлана Ол тоже пишет, дошли мои 5 копеек. Светлана как? Ол, Как? ну, Олеговна, наверное, не знаю. Светлана Олеговна. Знать бы за какой день бы. Ну, посмотрю, начиная с сегодняшнего. Светлана Олеговна. Пока не вижу, иду дальше. Дни-то быстро летят. Кажется, вот только вчера было. А потом оказывается, Если что... против Бога шли, кочевник там, кто там еще, Истина там один, то у нас бы тут уже заморозило бы, ливнем бы залило, еще что-то, блин. То есть духи природы, за шамана же. Ну также вот они, эти духи природы, и нас поддерживают. Вот есть Светлана Борисовна. Так что мы против никого не идем. Светлана Борисовна есть. Она не знаю. 300 рублей. Ну, Олеговну буду искать. До 31 октября посмотрел. Это другой Юрий Николаевич. Сегодня отправлял 100 рублей. Вот сейчас 100 рублей. А они, наверное, еще в тетрадку не попали, потому Они что еще, скорее всего, в телефоне. у да. меня с интернетом-то здесь уже, надо мобильник открывать, смотреть. Ага. Сегодня 9 число, только утром записывал, рано утром, в 5 утра записывал переводы. Или в Полный 6. кочевник, ты там замути какие-нибудь донаты себе. Что ты там скулишь, сидишь? Вот малолетка, блин, больше заняться нечем. Ну можно же мобильник открыть. Банишь, блин, откуда влазит. Знаете, я в свой онлайн-банк зайти не смогу. Вот, наверное, что проблема будет там. Видите, у меня не грузится. Интернета нет, он не грузится. Да. Я даже Потому что тут вот у меня мегафон здесь нормально работает. вот загрузился. Попробуй идти дальше. А МТС очень туго здесь работает. Вот, уже добрый вечер, Виктор. Сейчас посмотрим. Ну, медленно все. Ну, ШИЭС, ну заедем, конечно, по пути будет, заедем в ШИЭС. Только вот пока мы до туда доедем, как бы там что не изменилось бы все. В том плане, что в худшую сторону. Вот повыше держит, появляются палочки. Так, сейчас посмотрим. Ну и не только тех, кто нам льстит, оставляем, то и высказывает свое мнение, если оно адекватное. А когда начинают там что-то спамить просто, всякую херню писать, нафига они тут нужны?
Непонятно, что за истина там у нее. Или у него. Да, есть сегодня еще 100 рублей, не знаю чьих, вот все. И Бато Владимирович, сегодня новых нет переводов, вот 100 рублей только. Бато Владимирович, Леонид Валентинович. Ну, в чем я подкаблучник, истина? Если ваша истина за вашими словами какая-то есть, расшифруйте мне тут. А может, я что-то не понимаю. Да, собачка там большая бегает. А он старенький, я уже познакомился с ним, он старенький, он так только. Чего там 100 рублей? За 9 ноября только перечисление 100 рублей, один перевод, все. Вот остальные за 8. Если кто-то думает, что здесь миллионы высыпаются, так вот можете в камеру глянуть. Ну там, наверное, не будет. Не будет видно. Вот 9 ноября. Там Вот отсвечивает все. Если Если убавить яркость, то возможно будет увидеть. ну вот, 9 ноября, 100 рублей, все. Все больше. Ну, так, наверное, виднее. Так что помощь она большая, но это не миллионы, не миллиарды. Считайте миллиарды у тех, кто сидит в правительственных домах. Вот у них миллионы считайте, их проверяйте вот так. Каждого, чтобы тетрадочку предъявлял. Сколько получает, что купил, откуда доходы. Да. Средства-то народные также. А вот эти вот, за что содержатся все эти чиновники, весь судейский аппарат, милиция там и так далее. Полиция. Спасибо. Спасибо вам всем. Ну, возможно. Самое интересное, что о деньгах спрашивают те, кто переводы не делал. Вот что любопытно. Их-то что интересует? Они же переводы не делали. Что ж они так беспокоятся за деньги-то, которые другие люди сделали? Не ищите рекламу на самом деле. Дед рассержен. Дед рассержен, хотя и улыбается. Не верьте, он рассержен. Когда автобус должен приехать? Ну, около 11. А вот 10:30. А мы у костра. Нормально. Спасибо в мире животных. Спасибо. А я знаю такого, да. Он комментарий писал. Но я его, по-моему, заблокировал. Зачем? Да что-то вот Под горячую руку попал. попал деду под Надо горячую руку. разблокировать. Хороший парень. Да? Хорошо. Ну я тут не уверен, я не помню. Его заблокировали, не помню, да? Ага. Я как делаю? Я смотрю аккаунт, да, вижу 0 подписчиков или 1 подписчик. А такие суждения, такие крутые, резкие, конечно, критические. Я думаю, так ты для чего аккаунт открыл? Для того, чтобы именно меня, так сказать, Да нет, махрачить, не только понимаешь? тебя. Тут всех махрачат. Всех махрачат. Ну, пусть махрачат. Пусть сам себя помахрачит. Да. Ночью Кстати, втихушку, под одеялом. расскажите какую-нибудь интересную историю. Случалось. Интересную расскажу про Сашу Ангела. Если время есть, да?
Стоим мы на Байкале, прямо на берегу. Байкальск, город такой перед, может быть, он как чуть по-другому называется, но помню, что там слово Байкальск. На берегу этот поселок, город ли. И мы пошли между домов, видим же, где Байкал, думаю, все равно доберемся. Дошли до берега, стоим, галька такая морская, Байкал, тихий, спокойный. Я, Саша, Ангел и Валентин. Ну, конечно, мы очарованы, такое молчание. Видимо, идет взрослый дядечка с маленьким ребятишкой. А ребятишка держит в руках пульт радиоуправляемой модели. И точно по Байкалу плывет крейсер. Маленький такой радиоуправляемый крейсер. И вот они идут вдоль по камушкам, и мальчик им управляет маленький. Вот мы в полной тишине, они к нам подходят. Мы на них смотрим, на этот крейсер. И вдруг Саша Ангел задает этому мужчине вопрос. Скажите, пожалуйста, с вами случались какие-то очень интересные истории на Байкале? Дядька остановился, на Сашу Ангел, светлые глаза, и он ждет ответа про какую-то удивительную историю. Вот. Дядька повернулся к своему мальчику, значит, который... А мальчик смотрит на... Видимо, это папа его. Мальчик смотрит на папу, а крейсер пошел далеко-далеко. Вот. И мы видим, что крейсер-то вдруг сейчас радиоантенна-то уже не возьмет, и он вообще уйдет и скроется. И мы показываем туда. И когда мы показывали, мальчик все еще ничего не делал. Но крейсер дал такой разворот. И отец стал на него смотреть. Крейсер разворачивается и идет снова к берегу, так сказать. И вот это была для меня удивительная история. А дядечка ни слова не сказал. А я подумал, а о них не говорят, они просто происходят. Крейсер возьмет и развернется, и пойдет снова к берегу, так сказать. Может быть, мальчик его ногтем задел, или что там какой-то. Но они вот стояли прямо перед нами, так сказать, молча. А крейсер своим так кружил там и снова пошел к берегу. И опять все тихо, от крейсера же маленькие волночки такие. Мальчик его направил, и опять они пошли вдоль берега, и маленькие такие, уголком такие волночки, опять так пошли от него, и они так вдаль, по гальке, и ушли. Я так про себя подумал, ну, вроде ничего удивительного нет. Но вот Саша Ангел, вот это был Саша Ангел. Вот вдруг подойти, ко мне он, кстати, подошел, в первый день знакомства, и говорит, Виктор, вы верите в любовь с первого взгляда? Я не знаю, кто меня спрашивает. Какой-то парень со светлыми волосами подходит и говорит, Виктор, вы верите в любовь с первого взгляда? Я ему говорю, да. Его удовлетворило. Все, он записал что-то себе и пошел дальше. Да, интересная история. Что-то ищет Алексеевич. Наверное, закурить хочет, да? Значит, надо, наверное... ну, если быть совсем правдивым, то конечно, да, возможно. Но мы же не курим на камеру, да? Ну, потерпим. Терпение нам не занимать. Ну, наверное, уже закончим на сегодня трансляцию. Уже батарейка у меня садится. Не знаю, насколько мне ее хватит. Ой, скажи, Игорь, всем спасибо. Ну, хоть немножко, но мы увидели, кто... Ну не все же хунны кочевники. Кстати, хунны, если верить якутским ученым, хунны принесли порядок и государственность на территорию степи. Хунны. Ну, а если верить Игорю, то там вообще, как говорится, там темный лес. Ну, я не буду пока рассказывать об этом, когда-нибудь, может, потом. Много интересного знаю. Всем спасибо, кто смотрел. Да, всем спасибо. Всем доброго здоровья. Всем счастья, любви. Всех обнимаю. И я такого мнения.